Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, какую роль сыграла собака в столкновении 4 автомобилей на Горьковском шоссе. Mazda Solaris, Solaris Opel и Opel Qashqai. Пострадала беременная девушка. Покажем автомобиль, который вспыхнул ночью у одного из домов на проспекте Ямашева. И арест водителя за слишком темные стекла машины. И как мужчина 2 раза подряд попался на удочку мошенников. Вы что-то вообще получили? Нет, я ничего не получил. Желая вернуть вложенное, отдал еще больше. Все это в ближайшие 10 минут. В Зеленодольске 47-летняя женщина подозревается в убийстве своего 45-летнего сожителя. Как установили следователи, воскресным вечером пара распивала спиртные напитки в квартире одного из домов на улице Белинского. В какой-то момент между нетрезвыми уже людьми вспыхнула ссора. Мужчина запустил в женщину табурет. В ответ она нанесла ему несколько ножевых ранений в область грудной клетки и шеи. Нападавшая сама позвонила в экстренные службы, но прибывшие медики помочь раненому уже ничем не могли. От полученных травм он скончался на месте. Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Деонексия вспыхнула поздним вечером рядом с одним из домов на проспекте Ямашева в Казани. Владелец 12-летнего автомобиля рассказал. О случившемся ему сказала соседка, которая заметила, как из салона машины валит дым. Уничтожить автомобиль пламя не успело. С огнем справились прибывшие на место пожарные. Владелец Део уверен, причиной всему стало короткое замыкание. Версию поджога исключил сразу. Еще днем слышал треск как раз в том месте, которое пожарные обозначили как эпицентр возгорания. Медицинская помощь потребовалась девушке на последнем месяце беременности. За рулем Мазды она попала в аварию на Горьковском шоссе Казани. Не заметила, что идущие впереди машины начали притормаживать и на полной скорости врезалась в Hyundai, которая в свою очередь отбросила на Opel, а уже его на Nissan Qashqai. Просто на собаку отвлеклась. А у вас собака в салоне? Да. Она сразу призналась, смотрела не на дорогу. Внимание девушки водителя приковал к себе ручной питомец. Все другое ушло на второй план. Скорость большая была? Я не помню уже. Девушка просто не заметила, что автомобили впереди стали притормаживать. Основной удар принял на себя Hyundai Solaris. После столкновения его отбросило вперед больше, чем на 10 метров. Mazda Solaris, Solaris Opel и Opel Qashqai. Существенные повреждения получил и Opel, так же, как и у Hyundai, автомобиль разбитый спереди и сзади. У Nissan внешне всего лишь небольшие царапины на бампере. Это значит, не радует все равно. Владелец кроссовера, смотря на врезавшийся в него Opel, не исключает у своей машины множество скрытых повреждений. Но сразу после столкновения думали не об этом. Девушка-водитель Mazda со дня на день ждет появления на свет малыша. И ей сразу же вызвали скорую помощь. Она жаловалась на боль в животе. Врачи сказали, что сейчас увезут ее в любом случае, потому что животное болеет, беременность супруга. 37 недель, все, в декретный отпуск она вышла. Водителям предстоит еще раз встретиться на разборе происшествия в автоинспекции, но виновной в случившемся, вероятно, будет признана водитель Мазды. Ее страховой компании и предстоит покрывать весь материальный ущерб. Вероника Гайнудинова, Альбина Минаева, «Вызов 112». Жизни и здоровье роженицы и ее ребенку помогли сегодня утром спасти сотрудники Центра кинологической службы Казанской полиции. В 7 часов утра они ехали в авиастроительный район на обследование территории. На дороге был затор, и в это время к ним подбежал взволнованный мужчина, который сообщил, что везет жену в роддом. Но застрял в пробке, а у супруги уже начались схватки. Увидев полицейскую машину, понял, это шанс, и упускать его мужчина был не намерен. Уже потом все узнали, счет действительно шел на минуты. И все действия и мужа беременной женщины, и кинологов были верными. Кинологи рано утром выехали на обследование территории в авиастроительном районе. Там должны пройти спортивные состязания. Мужчина повез беременную супругу в роддом. У нее уже начались схватки. Они встали в одной пробке. Увидев полицейский автомобиль, мужчина понял – это шанс. И попросил стражей порядка сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее доехать до роддома. Мы тут же, не мешкая, пересадили его жену к нам в автомобиль. Включили специализированные сигналы и направились в роддом. Мчась сквозь пробку, полицейские решили предупредить врачей родильного отделения, чтобы были готовы к приему пациентки. Приняли решение позвонить в приемный покой, предупредить о том, что двигаемся в сторону родильного дома номер 1, везем женщину, у которой отошли воды.
Ребенок появился на свет, едва пациентку доставили в родильное отделение. Врачи говорят, что задержись они в дороге чуть дольше, все могло обернуться печально. Женщина в течение 7 минут была родоразрешена, потому что состояние угрожало жизни ребенка. На 7-8 баллов ребенок родился. Бригада была уже в полной боевой готовности. Сейчас жизни мамы и ребенка ничего не угрожает. Мама находится в послеродовом отделении, ребенок находится с ней. Ребенок на 8-9 баллов, почти 4 килограмма. Девочка появилась на свет сегодня благодаря нашим уважаемым полицейским, которые смогли доставить вовремя пациентку. Хочу сказать большое спасибо ребятам, что это каждые 15 минут, как врач сказал, это очень ценно. Сделали кесарево, девочка 3700 родила. Сейчас ни ребенку, ни матери ничего не угрожает. Обе чувствуют себя хорошо. Рания Абдрахманова, вызов 112. Явные признаки алкогольного опьянения обнаружили автоинспекторы у 20-летнего водителя «Лады Приора», приехавшего в Казань из Альметьевска. Его задержали сегодня на Мамадышском тракте. От прохождения теста на состояние опьянения на месте молодой человек отказался, но ничего не имел против медицинского освидетельствования в больнице. Состояние опьянения в медучреждении. Медучреждение согласны проехать? Согласны. В больнице факт опьянения зафиксировали документально. Алкотестер выявил больше 0,5 миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого водителем воздуха. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а молодой человек после суда официально перестанет быть водителем и должен будет заплатить штраф 30 тысяч рублей. На 3 суток суд арестовал 22-летнего молодого человека, который заклеил передние стекла своей машины темной пленкой. Причем он и раньше попадался за рулем чрезмерно тонированного автомобиля. На него составили 2 административных материала за тонировку и невыполнение законного требования сотрудника полиции о снятии тонировочной пленки. Оно было сделано во время предыдущего задержания. В этот раз он сам вернул стекла «Шевроле» в нормативное состояние. Но суд все равно принял решение о его аресте. Всего за сутки в Казани за излишне темные передние стекла автомобиля были привлечены к ответственности 57 водителей. Дважды обманутым оказался 37-летний житель Зеленодольска, который решил освоить незнакомую ранее инвестиционную нишу. Желающих ему в этом помочь нашел в мессенджерах. Чем больше он перечислял им денег, тем большие доходы ему озвучивали. Но все осталось только на словах. И когда мужчина понял, что его обманули, он стал жертвой мошенников во 2-й раз. Причем с куда большими для себя потерями. Вы что-то вообще получили? Нет, я ничего не получил. О своей неудачной попытке стать инвестором мужчина во всех подробностях признавался следователю. Рассказал, в ноябре минувшего года нашел в социальных сетях человека, желающего ему помочь в освоении ниши. Рассказы нового знакомого были впечатляющими, перспективы и возможные доходы заманчивыми. И он рискнул, зарегистрировался на сайте, переводил деньги представителю биржи. Когда свои накопленные денежные средства закончились, заявитель решил взять кредит и занять у родственников. На брокерском счете доходы его росли. Он только радовался, что ему открылись такие возможности, и продолжал перечислять деньги. Сомнения честности представителей биржи у него возникли, когда его попросили заплатить ежегодные налоги с дохода, которые он только хотел вывести с биржи. Для этого мужчина должен был перевести денежные средства в сумме 450 тысяч рублей. В этот момент Зеленодольск понял, что связался с мошенниками. Отзывы в интернете также говорили об этом. Он был полон желания вернуть хотя бы вложенное и связался с юристом на том же сайте, на котором и узнал о брокерском мошенничестве. И тут попался еще раз. В том, что услуги адвоката будут платными, он и не сомневался, но ждал от него помощи, но так и не дождался. Юрист тоже оказался липовым. Услуги юриста ему обошлись почти в 1 000 000 рублей. И уже после этого он пошел в полицию и написал заявление об обмане. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье мошенничества. И сейчас ищут подозреваемых. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.